Bismillahirrahmanirrahim. Ассаламу алейкум, салам маршалду, айнухчикомни. А также я приветствую всех свободолюбивых народов нашего мира. Желаю счастья, добра и мира. Сегодня великий день для чеченского народа. Исторические события, которые веками стремился чеченский народ к свободе и независимости, признанию независимости Чеченской Республики Ичкерия, воюя против проклятой террористической государства Российской империи зла. Вот уже более 400 лет защищаю свободу и независимость чеченского народа, а также всего мирового сообщества. Сегодня это историческое событие произошло в Украине. И сегодня руководством Украины, Верховным Радой Украины принято постановление о признании независимости Чеченской Республики Ичкерия, а также оккупации и геноцид над чеченским народом российской преступной государства империи зла. С привлечением преступников Российской империи зла, руководства и их военных за совершенное тяжкое военное преступление на территории Чеченской Республики Ичкерия к уголовной ответственности. Сегодняшнее решение о признании свободы и независимости Чеченской Республики Ичкерия – это историческое событие для чеченского народа, который много веков народы проходили такую борьбу, такую войну, такие страшные геноциды, такие страшные пытки, убийства и другие массовые военные преступления со стороны Российской преступной империи зла. И сегодня проявленное мужество, храбрость, смелость и мудрость руководством Украины и Верховной Рады и украинским народом и протянутая братская руку чеченскому народу, это действительно историческое событие, которое на всю жизнь веками наши потомки будут помнить и в братстве с украинским народом отстаивать и защищать международные законы, права, а также соблюдение прав человека в нашем мире. И сегодня мы надеемся, что примеры, которые проявлены мужеством и мудростью руководством Украины, это станет образцовым примером для всего мирового сообщества. И таким же образом последует за примером Украины и государства, и лидеры государств нашего мира, президент Америки, президенты европейских стран и мирового сообщества, их парламенты сделают такой же братский, смелый шаг для признания независимости Чеченской Республики Ичкерия. Это признание не только чеченского народа, это признание всего мирового сообщества, правоту, справедливость и также международные законы и права человека, принятые международными сообществом. И мы, соблюдая эти международные законы и права человека, принятые международным сообществом, Организацией Объединенных Наций, мы 400 лет воюем и стоим в защите этих законов, прав человека, а также не давая
этой проклятой Российской империи зла, совершать эти геноциды, массовые убийства, терроризм, пытки и другие военные тяжкие преступления над другими народами нашего мира, более 400 лет истязания, убийства, в пытках, в геноциде, мы прошли этот путь. И по сегодняшний день чеченский народ стоит на этом передовом и также защищает свободу и независимость, так же, как и украинский народ и руководство всего мирового сообщества. Поэтому мы сегодня надеемся, что мировое сообщество услышит и примут наши обращения, которые сделаны были президенту Америки, Конгресс и Сенат, также лидерам государств мирового сообщества, европейских государств о признании независимой Чеченской Республики Ичкерии и агрессии, оккупации, геноцида над чеченским народом, проклятым террористическим государством России. И мы надеемся, что сегодня борьба, война, которая пришла на территорию над ни в чем не повинным украинским народом, и который это зло, это убийство, это трагедия, которую совершает российская армия и руководство на территории Украины, вот, это украинский народ, украинские вооруженные силы победят и отстоят свою свободу и независимость. И без всякого сомнения эта проклятая Российская империя зла найдет свой конец в Украине. Она распадет и никогда больше не будет угрожать нашему миру, нашему свободолюбивому, нашему процветающему, нашему братскому миру. И мы, чеченский народ, вооруженные силы, мы будем делать все возможное для того, чтобы весь мир обезопасить, для того, чтобы мир процветал, для того, чтобы эта агрессия, эта оккупация, для того, чтобы это слезы, страдания, убийства не перекинулось на территорию нашего мирового сообщества, чтобы эти народы не страдали от этой проклятой Российской империи зла. И мы надеемся, что весь мир сегодня последует примером Украины и признает независимость Чеченской Республики Ичкерии и других народов угнетенных, которые сегодня находятся в оккупации, агрессии от этой проклятой Российской империи зла и стремятся к свободе и независимости и к счастью, процветанию нашего мира. Желаю всем, которые стремятся, которые хотят, чтобы мир, добро победило, счастье. Желаю всем, чтобы наш мир действительно процветало, развитие в братстве и дружбе. И также сегодня я хочу поблагодарить руководство Украины, а также руководство Верховной Рады и украинского народа от всей души за проявленное им мужество, храбрость, смелость и протянутые руки чеченскому народу с признанием независимости Чеченской Республики Ичкерия, а также агрессия, оккупация, геноцид над чеченским народом со стороны Российской проклятой империи зла. И мы будем рядом с украинским народом навсегда, и мы вместе отстоим свободу и независимость, и показывая образцовый пример в будущем и в дальнейшем, как надо защищать свободу и независимость, как надо любить свою страну, свою родину, свою землю, свою отчизну. Мы будем приносить пользу вместе для всего нашего мира. Вся хвала Всевышнему Аллаха. И мы желаем, чтобы весь мир процветал, и весь мир, принося пользу и добра, развивалось в братстве и в дружбе. Желаю Украине, украинскому народу
скорейшей победы над этой проклятой Российской империей зла и мирное процветающее небо над Украиной и над всем нашим миром. Вся хвала Всевышнему Аллаху, Альхамдулилля Раббил Аламин, Аллаху Акбар.